У нас на сегодняшний день с начала эпидемии 3891 человек с новой коронавирусной инфекцией. За последние сутки 74 таких случая, 59 по городу Якутску, 5 в Усялданском районе, 3 в Хангаласском, ну и есть несколько районов с единичными случаями. Вот, ситуация несколько стабилизировалась за последние дни, и в результате тех мер, которые принимаются по всей республике, по районам, по городам, коэффициент распространения болезни нам удалось снизить до 0,87. Вот, это уже нормальный показатель. Вместе с тем, конечно, для того, чтобы говорить о дальнейшем снятии ограничений, коэффициент этот должен составлять не более 0,8. То есть мы еще не достигли того уровня, при котором можно снимать дальнейшие ограничения. Конечно же, вызывает тревогу большое количество у нас людей в тяжелом состоянии, их 29, из них 12 на аппаратах искусственной вентиляции легких. К сожалению, большинство из них это люди пожилого возраста. Вообще в последнее время у нас выросло количество именно людей старшего поколения, которые заболели новой коронавирусной инфекцией, и во многих случаях это как раз связано с тем, что их заражают их внуки, которые вот и в деревне приезжают, и здесь в городе Якутске приезжают гости к своим дедушкам, бабушкам. И в результате этого бессимптомные вот маленькие дети, у которых болезнь проходит вообще без каких-либо проявлений, становятся источником опасной болезни, которая вот заражает и подвергает смертельной опасности людей старшего поколения. Вот эта тенденция у нас, к сожалению, вот последние несколько недель очень четко видна по количеству людей старшего поколения, которые сегодня попадают в больницы и города Якутска, и в целом районов республики. Хочу также сказать, что в целом, если смотреть по географии, конечно, нас вызывает опасения, кроме сельских районов, также и город Мирный. Вот здесь большая работа проводится оперативным штабом. Ситуацию, в принципе, удалось взять под контроль. Вместе с тем, конечно же, мы бы хотели, чтобы из стороны властей района и, в первую очередь, со стороны городских властей города Мирного были приняты исчерпывающие меры для локализации очагов заражения и для проведения санитарно-эпидемиологических мероприятий, направленных на борьбу с новой коронавирусной инфекцией. В целом, еще раз хочу сказать, что мы сейчас выходим на определенное вот снижение, и необходимо, чтобы это снижение не было таким разовым явлением болезни, так, а уже было устойчивым таким трендом. Мы уже один раз так вот перед 12 июня тоже достаточно серьезно у нас болезнь сокращалась, но после того, как она начала активно у нас опять по городу Якутска идти вперед, вверх, и по районам республики у нас, мы помним, был откат назад. Сейчас мы обязаны не допустить этого отката, да, обязаны вот довести дело до конца и на самом деле переломить ситуацию и четко, вот еще раз говорю, тренд, который сегодня наметился на некоторое снижение заболеваемости в целом по республике и по городу Якутску, уже выдержать и в дальнейшем уже не допускать увеличения количества заболевших. Спасибо.